Ну что ж, доброго дня, уважаемые радиослушатели и присоединившиеся к ним телезрители телеканала Саха-24. Меня зовут Ирина Ефимова. Помогают мне два режиссера, два Юрия. Режиссер радиоэфира Юрий Чекуров, режиссер телеэфира Юрий Босиков. И в гостях у меня начальник управления образования окружной администрации города Якутска Василий Петров. Василий Васильевич, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые слушатели. Ну, начну, знаете, с чего? Сегодня крещение. Во-первых, всех поздравляю с крещением. Во-вторых, крещение – это крещенские морозы, как всегда. Да? Но сегодня у нас минус 40, вроде как не очень холодно, но все равно вот хотелось бы пояснение по актированным дням, с какого все-таки момента начинается. Уважаемые слушатели, действительно, вопрос по актированным дням является для жителей нашего города актуальным. Это, конечно, связано с низкими температурами, это с туманами, которые сопровождаются низкие температуры. И в начале декабря управлением образования города Якутска был принят соответствующий приказ, который принимается ежегодно. И в соответствии с этим приказом температура наружного воздуха, при котором объявляется актированный день для учащихся 1-5 классов, это минус 45 градусов, учащихся 1-8 классов 48 градусов, и до 11 класса это 50 градусов и ниже. Вот. Но кроме этого у нас бывают сильные туманы, то есть не всегда температура у нас соответствует, допустим, 45 градусов в 6 утра, а уже к 9 утра температура может опускаться до 45 и ниже. То есть были такие случаи. И, это с переводом времени связано, ведь, да, насколько я знаю. Ну, и климат у нас изменяется. Вот. Поэтому есть право управления образования при низкой видимости, которая ниже 200 метров, принимаем решение отдельно об объявлении актированного дня на территории города Якутска. Но это касается в основном начальной школы. Вот. Ну, это не значит, что дети должны дома сидеть и, так сказать, ничего не делать. Это все равно учебный процесс должен продолжаться. Для этого есть соответствующие руководители в школах, учителя, которые должны обеспечить непрерывность учебного процесса даже при объявленном актированном дне. Я хочу дополнить, что все-таки ориентируемся мы при этом всем на официальные сводки погоды. Обязательно, да. Гидрометеослужбы. Вот, и как раз НВК Саха, радио НВК и телевидение НВК является одним из официальных источников получения вот этой информации, да, об актированных днях. Информация у нас поступает на 6 утра. И для того, чтобы... Вот, когда вот бывают такие пограничные температуры, 43, 42, мы обязательно до 7 утра связываемся с гидрометслужбой и выясняем точную температуру, какая будет, и уже из этого принимаем решение. То есть работаем, так сказать, в ручном режиме. И еще пригородные школы, насколько я знаю, они могут сами у себя объявить активный день, потому что бывает так, что в пригородах температура холоднее, чем действительно, в Якутске. Действительно. У нас город Якутск, протяженность города Якутска более 10 километров, и этого достаточно, чтобы температура менялась тоже вплоть до 10 градусов. Вот поэтому есть право у руководителей этих учреждений при соответствующем понижении температуры в этих населенных пунктах объявлять активный день. У себя в школе? Да. Этим должны заниматься классные руководители, то есть оповещать родителей, законных представителей детей, до того, как дети уже пойдут в школу. То есть, чтобы обеспечить, чтобы дети не выходили из дома. Но если дети по какой-то причине уже дошли до школы, то они не должны их отправлять обратно без сопровождения родителей или законных представителей. То есть они должны, во-первых, провести
соответствующие занятия, то есть пока не подойдут родители, и уже потом... Ну, вообще смысл активного дня в том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в холод на улице. Я с вами соглашаюсь, это совершенно правильно. Ну, и еще один актуальный вопрос – это заболеваемость гриппом. Вот вчера на планерке были озвучены такие немножко тревожные цифры, хотя эпидемии еще нет, но вот что у нас с карантином, как дела обстоят сейчас? Так, на самом деле гриппа на территории города Якутска как такового нет. Есть острые респираторные заболевания. Вот. И на вчерашний день по динамике заболевания в 8 классах города Якутска введен карантин. Это 2 школы в городе Якутске. И мы эту ситуацию мониторим каждый день. И с приходом более теплых температур окружающего воздуха прогнозируется подъем заболеваний. Поэтому это, конечно, очень такое актуальное мероприятие, которое мы должны постоянно держать, как говорится, руку на пульсе. Но карантин объявляется, если 20%? Да, 20 и более. 20 и более заболевших, и уже имеют право объявить карантин. В отдельном классе? Да, в отдельном классе. Угу. Хорошо. Но при этом, еще раз повторяю, учебные занятия не прекращаются, работают удаленно, учителя с учащимися. Учащиеся делают домашние задания, классные задания выполняют. Да, идет работа, поэтому ни о каком отдыхе не идет речь. Учеба продолжается в любых условиях. Или дома, или в школе. То есть вот так. Хорошо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 32 20 66 32 11 66 телефоны прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Ну, а я пока, пользуясь случаем, сама спрошу. Все-таки тема разговора была заявлена как строительство школ, детских садов, да, и хочу начать с ликвидации очереди в детские сады, которые вот удалось достичь по итогам прошедшего 2015 года. Вот как же это так получилось? Потому что это все-таки была такая огромная проблема. Это последние больше 10 лет у нас очередь была просто такой больной точкой города. И у нас есть первый звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Иванов из Якутска. Вот лет 10 примерно собираются строить 4-ю школу, сваи готовы стоять, и до сих пор скоро, наверное, под церковь этот армянской или аллахской заберут. 2 раза попробовали оградить, но ничего не получилось, школы нет. А была в старину прекрасная школа, 4-я. Ну что, вопрос понятен? Вопрос понятен, да. Здесь по 4-й школе у нас проблема с земельным участком, то есть то, что вот где начинали строить, там, вопрос спорный сейчас по земле, и он не соответствует по площади для образовательного учреждения, поэтому идет работа по определению нового участка, где будем строить эту школу. Но просто дело в том, что для школы, по сути, даже в центре города для школ места нет. Потому что для школы нужно не просто место, куда поставить здание, а нужна большая территория, нужна спортивная площадка, и требования законодательства, да, они таковы, что участок должен быть соответствующего размера, да? Ну да, так оно и есть. Но поскольку мы уж так перешли к школам, у нас какие школы сейчас строятся в городе? Напомните, пожалуйста. Так, сейчас ведется строительство школы номер 18 и школы номер 35. Это те объекты, которые идут за счет средств республиканского бюджета и муниципальных средств. То есть 2 объекта. 18-я школа – это, по-моему, последняя деревянная школа, да, у нас в городе? К сожалению, у нас еще есть коррекционные, 34-я и 28-я. Вот они тоже деревянные. Вот. 18-я – это из общеобразовательных школ, да, единственная.
Потому что 25-я школа, она все-таки перед Новым годом переехала. Да, получила новое здание. Была проведена реконструкция здания Саха-Гипрозема. И сейчас в данной школе обучается около 500 учащихся. Обучение осуществляется в 2 смены. И если вот мы уже будем касаться вопроса ГЧП, там у нас, значит, по этому проекту, то есть по этому соглашению с частным инвестором, которое было подписано 29 декабря главой нашего города Айсеном Сергеевичем Николаевым, с инвесторами. И согласно этого, значит, 12 объектов социальных будут построены, в том числе 9 это образовательных учреждений, 4 школы и 5 детских садов. Вот, в том числе 25-я школа. То есть будет построен новый корпус дополнительно, где будут размещаться около, значит, 350 учащихся, то есть и в 2 корпусах разместятся ровно 500 учащихся. То есть мы обеспечим обучение в этой школе в 1 смену. Этот проект рассчитан на 3 года, если я не ошибаюсь. Так, он разделен на 2 этапа. Первый этап, значит, до 2018 года, второй, значит, этап до 2019 года. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро. Василий Васильевич, как новый руководитель, вы смотрите вот перспективы Центра технического творчества в городе занимается вот дополнительное образование, организация на расширение вот в будущем, как новый руководитель. Там вопросы о Приевтиковой, Алексея Кузьмича. Занимается в 5 кабинетах только. Вот у них космические профессии, робототехника, и вот занимается техническое творчество, а занимается на 200 квадратных метров. В будущем есть что-нибудь? Вот родители из города. Наши ребята там занимаются, а там тесно говоря. Угу. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Действительно, у нас с помещениями для учреждений дополнительного образования не все в порядке. Это есть проблема такая. Будем ее постепенно тоже решать планово. В этом году в нашей республике этот год объявлен годом дополнительного образования детей, поэтому, надеюсь, в этот год будут приняты определенные решения, которые позволят развивать наши учреждения дополнительного образования и обеспечить охват детей в возрасте школьного возраста. Да. Но, кстати, о дополнительном образовании, ведь в этом, возвращаясь к проекту государственно-частного партнерства, там ведь предусмотрено еще и строительство объекта дополнительного образования, да, детская школа искусств. Да, и библиотека. Библиотека она к культуре относится, конечно. Угу. Есть, это на 203-м квартале будут эти объекты построены. А эта детская школа искусств, это та самая школа искусств, которая сейчас на проспекте Ленина находится или нет? Нет, это та школа, которая находится в районе Сергеляха, то есть это микрорайон университет, который подпадает под, значит, строительство общежития для республиканского лицея-интерната. Эта школа искусств будет переведена в это здание. То есть, которая сейчас находится в таком старом здании. Да. Сейчас это тоже будет, до того, как оно будет построено, вы все знаете, перед Новым годом дом малютки был, значит, переехал в новое здание, и на 202-м квартале освободилось здание, и, как говорил Айсен Сергеевич, этот объект будет именно для этой школы временно пока размещена там, школа искусства. И потом, затем на 203-м будет она построена уже типовое здание, и оно переедет уже в этот новый объект. То есть временно будет размещаться в бывшем доме. В бывшем здании дома малютки. Да. Понятно. Но все-таки, возвращаясь к детским садам, в прошлом году у нас было построено вообще 5 детских садов. 5 больших детских садов. Кроме этого, значит, мы создали 1800 мест в негосударственном секторе.
То есть это предприниматели, которые получили субсидии? Предприниматели, которые получили субсидии. Вот и реконструкция? И реконструкция была 3-х этажей, 14 объектов. И был произведен выкуп объектов. Это, значит, помещения на первых этажах многоквартирных домов. Угу. Значит, это было 6 объектов таких. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Я из города Якутска, родители 34-й коррекционной школы. По строительству школа на Сергеевском шоссе. Школа для детей малообеспеченных и для детей инвалидов. 7-8 вида. Угу. Спасибо за вопрос. Но я так понимаю, что вот эти вот коррекционные школы, они у нас в республиканском видении находятся. Нет, здесь не совсем так. Здесь как бы полномочия это переданные полномочия. Мы как муниципалитет исполняем это переданные полномочия. Так, ну по 34-й здесь, конечно, вопрос сложный. Вот, скорее всего, пока мы не решим вопрос по переводу детей в одну смену обучения, вопрос по 34-й, наверное, будет решен после этого. То есть мы будем параллельно решать эти два вопроса. Сейчас пока вот по 34-й в планах, в ближайших планах до 2018 года у нас нигде не стоит. Угу. Так, ну, смотрите, решили вопрос с очередью в детские сады. Это вот вопрос был номер 1, который стоял. Да. А сейчас с этого года уже не возникнет такой проблемы? Так, ну, здесь уже будет процесс управляемый, конечно. Здесь мы уже имеем определенный задел, определенные мощности, которые вот мы можем уже опираться на негосударственный сектор. Если у нас какие-то будут экстраординарные случаи по резкому увеличению потребностей, мы будем регулировать за счет негосударственного сектора. А так, в этом году мы ожидаем, значит, реконструкцию еще одного объекта большого на 240 мест на улице Мелиораторов. Это здание бывшего детского сада, которое, значит, возвращается в систему дошкольного образования путем передачи из республиканской собственности в муниципальную. И будет проведена масштабная реконструкция этого объекта, чтобы можно было уже передать систему дошкольного образования. То есть это один из тех советских детских садов, которые были в 90-е годы там... Да, построены. Отошли организациям каким-то? Да, построены. И вы все знаете, что был определенный спад. Демографический, да, и были какие-то решения приняты соответствующие по передаче некоторых объектов. Вот, и это идет возврат объекта в систему дошкольного образования. Ну, кроме этого, те 6 объектов, которые были выкуплены в прошлом году, они собственниками сейчас приводятся в надлежащий вид. То есть они их готовят под детский сад, и мы их где-то в марте-апреле получим уже готовыми, вплоть до, там, будет остановлена вся мебель, игрушки и так далее. То есть кухонный инвентарь. То есть полностью будут объекты готовы. То есть получается, что все-таки мы надеемся на то, что если вдруг резкого не будет там какого-то прибытия семей с детьми... Мы вот сейчас, значит, из старших групп будет направлены в школы, значит, 4500 детей. Выпускаются? Да, выпускаются. Вот, соответственно, 4500 приходят? Да, и у нас еще будет возможность вот в новые объекты, которые я перечислил. То есть у нас на самом деле будет емкость увеличиваться детских садов. Ну, следующая задача это будет, конечно, прием детей с 2 лет уже. Будем осматривать такую возможность, когда у нас уже будем, значит, потребность 3-летних детей удовлетворим, уже будем смотреть на обеспечение детскими местами детей в возрасте с 2 лет. Но и следующую задачу перед образованием, перед строителями глава города Арсений Сергеевич поставил такую, что по нехватке школ. Да? Да, совершенно верно. Это проблема, надо сказать, это общероссийская проблема. Это связано, конечно, с той политикой, демографической политикой, которая была проведена в последние 10 лет.
которое дало свои результаты по увеличению численности детей. И мы, конечно, этому очень рады. Но кроме этого, есть у нас и миграционные процессы, как внутри республики, так и за пределами республики. То есть численность горожан увеличивается, и детей увеличивается, поэтому есть острая нехватка, значит, в местах именно в центральной части города. Да. Ну, кроме этого, и в других школах тоже дети обучаются в две смены. Да, у нас всего 2 школы, где дети обучаются в одну смену, поэтому на уровне республики, на уровне Российской Федерации утвержден план по созданию дополнительных 3000 мест в городе Якутске в течение 2016 года с целью, значит, обеспечения дополнительных мест и организации обучения в одну смену. То есть у нас в этом году будет создано 3000 дополнительных мест. А каким образом? Ну, здесь те же самые правила, как и по учреждениям дошкольного образования. Это строительство новых объектов, это, значит, выкуп объектов, готовых уже под... Ну, так как 25-я школа получилась. Как 25-я школа получилась. Реконструкции, там, то есть какие-то, допустим, создание дополнительных классов. Ну, вот выкуплен уже объект для 17-й школы, насколько я знаю. Да, вот в конце прошлого года, буквально в последних числах декабря, был выкуплен объект «Оранжевый слон». Это был, значит... Детский развлекательный Да, детский развлекательный центр. И сейчас идет, значит, его реконструкция. И буквально в марте-апреле мы тоже получим новый объект для размещения там классов, старших классов этой школы, 17-й школы. То есть старшеклассники уйдут туда, и получается для младших классов место больше освободится в основной школе. Основная школа останется в 17-й, а старшие классы перейдут в новый объект. Ну вот 17-я школа была одна из проблемных школ, вот насколько я знаю, именно с записью в первые классы. Угу. Традиционно у нас 17-я школа, 8-я классическая гимназия. ЯГНГ. Да, Якутская городская национальная гимназия. Саха-гимназия. Ну и да, есть проблема по этим учреждениям, конечно, то, что они находятся в густонаселенных микрорайонах, в центральной части нашего города. И желание родителей, конечно, чтобы их дети учились поближе. Но, к сожалению, емкость этих школ ограничена квадратными метрами, поэтому и санитарными нормами. Поэтому, конечно, не все дети данных микрорайонов попадут в эти школы. Но хотелось бы заверить всех родителей, что ни один ребенок не останется без места. То есть это гарантировано не только Конституцией, но и управлением образования, что мы обеспечим местами всех детей, независимо, где они проживают. Но будем подходить к каждому вопросу индивидуально, то есть подходить персонально. Поэтому, конечно, я уверен, что мы с этой проблемой тоже решим эту проблему. Но с 17-й школой должно быть попроще все-таки в этом году, да, получается, если старшеклассники переедут? Так, да, мы планируем открыть дополнительные классы начальной ступени. Все равно потребность в этом микрорайоне больше, чем мы сейчас можем открыть. Поэтому просто хотел предупредить всех родителей, что не стоит какую-то трагедию из этого делать, что если вы не попали в рядом стоящую школу. Запись первого класса начнется с 31 января? Да, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, мы обязаны начать запись до не позднее 1 февраля. И 31 января попадает на выходной день. Тем не менее, все школы будут работать на запись. То есть, по сути, специально для приема родителей, для удобства родителей сделано?
Да, это, во-первых, для удобства родителей, чтобы они в выходной день, не отпрашиваясь с работы, могли... Ну что ж, спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях был Василий Васильевич Петров, начальник управления образования. Меня зовут Ирина Ефимова. Услышимся с вами ровно через неделю. Радио Саха. Первое радио Якутии.